Жарас Омарович Ибрашев родился в 1928 году в Западно-Казахстанской области. В 1950 году окончил исторический факультет КАЗГУ имени Кирова и начал свою трудовую деятельность в качестве ассистента кафедры всеобщей истории. За 60 с лишним лет он прошел все этапы преподавательской деятельности, стал доктором исторических наук, профессором, заведующим кафедром, почетным заведующим кафедрой. Жарас Омарович первым в Казахстане положил начало новому научному направлению, а именно изучению истории и политической мысли европейских стран. И он избрал своим героем великого француза Шарля де Голля. Жарас Омарович является создателем Казахстанской школы французоведов. Он исследовал актуальные проблемы истории Франции, интеграционных процессов в Европе и в целом в мире. Он был превосходный лектор-международник, выступал как перед студенческой аудиторией, так и перед широкой общественностью. После провозглашения независимости Республики Казахстан профессор Ибрашев содействовал открытию первого факультета международных отношений в КАЗГУ имени Фараби. Огромная заслуга профессора Ибрашева в том, что он создал новую научную школу международников и всю свою педагогическую и научную деятельность посвятил подготовке дипломатических кадров. По его инициативе был открыт первый в стране диссертационный совет по специальности «История международных отношений и внешней политики». Жарас Омарович имел тесные научные контакты и с зарубежными научными центрами. Сам он был профессором университета Рен-1 во Франции. При его содействии факультет международных отношений активно вел сотрудничество с различными посольствами, международными организациями. И он же был инициатором проведения посольских часов. Не перечислить всего того, что сделал Жарас Омарович для казахстанской системы образования, для казахстанской научной школы. Он первый французовед, первый основатель факультета международных отношений, первый создатель научной школы международников, первый основатель посольского часа, инициатор открытия первого в Центральной Азии Европейского информационного центра, основатель Центра евразийских исследований и многого другого. Также Жарас Омарович обладал замечательными качествами человеческого общения. Он был демократичен и принципиален, справедлив и скромен. И при этом он был любящий супруг, прекрасный отец и замечательный дедушка. О своем герое Шарле де Голле Жарас Омарович писал: «Быть может быть, жизнь этого великого человека послужит примером для тех, кто собирается руководить государством. Так и его жизнь может послужить примером педагога, ученого и, конечно же, великого учителя». Я долго не буду говорить, я хотел поблагодарить всех своих коллег, всех своих друзей, всех своих учеников за все те теплые, искренние, от сердца идущие слова в мой адрес, в адрес моей семьи. Спасибо большое. И то, что я сейчас переживаю, я думаю, что я вправе переживать за это. Это то, чтобы наша научная школа, молодая научная школа, для науки 15 лет это не возраст. Наука международных отношений в республике, чтобы она уже стабилизировалась, потому что у нас 6-7 докторов, десятки кандидатов наук, чтобы она не стояла на одном месте, чтобы она развивалась не путем повторения старых истин, а чтобы она изучала совершенно новые явления, ставила перед собой новые цели. От общего, что мы с вами делаем в политике, переходил теперь к частному, от дедукции к индукции, от общего к частному. Что мы сейчас находимся на таком уровне своего развития, что мы можем отдельные, детальные, очень важные научные и политические проблемы
разрабатывать в стенах нашего факультета, в стенах нашего университета, в пределах нашей республики, что поможет нашей республике выйти на одно из почетных мест на международной арене в мировой политике. Ну а что касается возраста вашего покорного слуги, то я считаю, что возраст он как горные вершины, которые одна выше другой. И вот человек, как альпинист, сперва одну высоту преодолевает, потом другую, потом третью и так далее. Так что посмотрим. Я сейчас преодолел 8000 метров, там посмотрим. Самое главное, я считаю, что если человек работает, занимается любимым делом, он всегда может. Ну, поэтому я стараюсь работать, чтобы, если не физически, то хоть умственно, морально быть всегда молодым. И вот почему я и говорю, что еще не вечер. Спасибо. Une vie d'amour que l'on s'était juré et que le temps a désarticulé jour après jour blesse mes pensées. Tant de mots d'amour dans mon cœur étouffé dans un sanglant l'espace des baisers sans nous rester sourds à tout, maintenant rien changé, car alors au revoir ne peut être un adieu avec espoir. J'aimerais à mes adieux pour t'en revoir et te parler encore et te jurer encore une vie d'amour, envie de rire au clair, un seul chemin, déchirant nos enfers, allant plus bas que la nuit, la nuit, la nuit. Une vie d'amour que l'on s'était juré et qu'elle attend à désarticuler jour après jour blesse mes pensées. Tant de mots d'amour que nos cœurs ont crié, des mots tremblés, des larmes soulignées, dernier recours de joie désharmonisée, des sommes en fleurs, en crépuscule gris, tout en couleur, et la flamme survit dans la chaleur de l'immortalité, de l'éternité. Une vie d'amour, et on avait pour s'aimer avec le vent jusqu'au souffle dernier. Bon an, mal an, mon amour.